Итак, для того, чтобы это упражнение у вас прошло эффективно, необходимо ввести несколько небольших условий. Условие номер 1. Начиная с этого дня, с этого момента, в вашем рационе питания должно появиться первое. Стакан теплой воды с утра натощак. И стакан теплой воды вечером, перед сном. Если, естественно, у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, вы можете сократить эту дозу на полстаканчика. Но самое главное, это не то, что вы пьете эту воду, а самое главное, в каком состоянии вы это делаете. Если вы помните исследования, касающиеся воды, там вода содержит в себе определенную информацию. И как вы ее заряжаете, так она и действует на ваш организм. Поэтому здесь немножко поиграйтесь. Возьмите утром этот стакан. Самый идеальный способ. Поместите его между ладонями, и пусть он немножечко постоит у вас между ладошками. При этом приговаривайте добрые слова, при этом образ создавайте, что эта жидкость, которая сейчас находится в стакане, это самый целебный эликсир. Именно просто вода. Чистая, кипяченая вода. Никаких примесей, никаких добавок. И задача, когда вы берете утром этот стаканчик и с удовольствием выпиваете. Глоток за глоточком. Представляя, как эта жидкость, целебная, прекрасная, проходит по всему телу, очищает ваше тело, очищает ваш кишечник. Можете даже взять свою ладошку и, когда выпили водичку, по часовой стрелке погладить. Вспоминайте, как в детстве, когда у вас болел животик, или когда что-то происходило неприятное, вы просто гладили, приговаривая приятные слова. Чтобы не спутать направление, свою ладошку положите в область правую подвздошную и снизу начинаете вести вверх. Правое подреберье, левое подреберье вниз. Правое подреберье, левое подреберье вниз. Вот по такому кругу. Слегка можно сужать траекторию движения к центру живота и обратно расширять. Это первая часть вашего задания, которая даст очень полезный, мощный толчок, мощный стимул для движения в вашем кишечнике, для первого запуска очистительного механизма. Номер 2. Начиная с этого дня в вашем рационе должно появиться максимальное количество свежих овощей и фруктов. Это не означает, что вы полностью должны оставить мясное питание, то, к чему вы привыкли, сосисочки, котлеточки и так далее. Это ваш личный выбор. Но постарайтесь, чтобы ежедневно в вашем рационе были обязательно овощи свежие и фрукты свежие. И один день в неделю, видите один палец, один день в неделю, мы с вами делаем фруктово-овощную диету. Да? Это просто другой вид питания. То есть именно в этот день вы кушаете только свежие фрукты и овощи. Исключайте из своего рациона всякое мясо, сыры и так далее, и так далее, и так далее. Только свежие фрукты и свежие овощи. При этом вы можете пить чай, но возьмите какой-то один любимый сорт чая, не крепко заваренный, и просто употребляйте этот сорт чая. Естественно, сахар и соль мы в эти дни убираем из рациона. Всего один день в неделю. Никакого голодания, просто приятное питание. Ешьте, сколько влезет. А уж сколько вылезет, это другой вопрос. Итак, это 2. В вашем рационе должно появиться овощи и фрукты максимально. И один раз в неделю полное сыроедение. Делаем это с удовольствием. Молодцы. Отлично. Теперь вы усвоили. Первое. Ежедневно, утром и вечером натощак пьем горячеватую теплую водичку, так, чтобы она приятно проходила, и образ представляем, как она работает в вашем теле. И второе, это сыроедение. Один раз в неделю кушаем только овощи и фрукты, сырые. Плюс чай, который вам нравится. Постарайтесь исключить все остальные продукты. И третье. Мы переходим с вами к изучению основного упражнения. То, что вы будете делать каждый день в течение недели. Хотя эта практика, которую мы с вами изучим, она очень простая, очень легкая и доступная. Ее можно делать каждый день, на протяжении всей оставшейся жизни. Тогда ваш кишечник будет в идеальном состоянии. Тогда состояние вашего живота будет прекрасное. Это не будет состояние ожидания младенца. Это будет подтянутый плоский животик. И это все в ваших силах.
первое улучшение работы своего кишечника вы заметите уже в ближайшее время. Итак, первое. Сначала изучаем исходное положение. Что мы с вами делаем? Ноги ставятся чуть ли ширине плеч, пальцы плотно собраны ладони к ладонями. Вы их ставите максимально в область паха, чуть-чуть приседаете, локти распрямляете, опираетесь на локти и подбородок тянете вверх. Так, чтобы весь желудочно-кишечный тракт от входа до выхода растянулся. Вот таким волшебным образом. Локти прямые, оттягиваете и подтягиваете вверх. Это исходное положение. Молодцы. То же самое посмотрите сбоку. Да? Вы приседаете, руки, пальцы собраны, ставите в область паха, оттягиваетесь и подбородок тянем вверх. Вот такое положение. Это стартовое положение для работы. Теперь... Второе. Само упражнение выполняется при полном выдохе. То есть вы встаете в исходное положение. Сначала может казаться неудобно, неуютно, но через какое-то время вы привыкнете к этому положению. Дальше. Делайте полный выдох через рот. Полный выдох. И в конце обязательно до выдоха. Поехали. После того, как вы сделали полный выдох, вы делаете задержку дыхания. На задержке дыхания подтягиваете подбородок вверх и начинаете выполнять основную часть упражнения. В этом положении, на полном выдохе, на задержке дыхания, вы подтягиваете живот максимально вверх и бросаете его вниз. Подтягиваете вверх и бросаете вниз. Подтягиваете вверх и бросаете вниз. Так вы делаете 10 раз. После того, как вы сделали это 10-й раз, подтянули, бросили, вы делаете активный вдох носом, распрямляясь, и свободный выдох через рот. Вдох носом делайте очень активно. Да, я вас уверяю, что по-другому у вас и не получится. Для того, чтобы наполнить свое тело кислородом, наполнить свое тело этим ощущением. И задача, постарайтесь сделать эту работу на задержке дыхания. Значит, посмотрите, что мы с вами делаем. Итак, встаем в позу. Делаем выдох. И приятный выдох. Глаза на протяжении всего упражнения держите открытые, да, чтобы вас не уносило никуда и так далее. Сделали короткий перерыв, 5-7 секунд, и вновь принимаете положение, делаете выдох, до выдох, и на задержке выполняете это прекрасное движение. Подтянули, бросили живот, подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили. Давайте попробуем. Давайте попробуем так. Я буду командовать и считать, а вы будете выполнять. Готовы? Итак, принимаем положение, которое необходимо. Пальцы собраны, руки, подбородок тянем вверх. Отлично. Делаем полный выдох через рот. Выдох. Выдох, выдох, выдох. До выдох в конце. Задержка дыхания. И поехали. Подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили. Еще. Бросили, подтянули, бросили. Еще 2 раза. Бросили. Последний раз. Бросили. И вдох активный. И свободный выдох. Ну как? Получается? Отлично. Это мы сделали с вами один подход. Таких подходов вы делаете 7 штук. Сделали короткий отдых. Еще раз встаем в позу. Молодцы. Создаем состояние. Отлично. Приготовились. Делаем приятный выдох через рот. Выдох, 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 выдох. Да, выдох. Молодцы. Задержка дыхания. Подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили, еще, бросили, подтянули, бросили, еще, бросили, подтянули, бросили, еще 2 раза, бросили, последний, бросили, вдох активный, носом и приятный выдох. Молодцы, дышим свободно, держим состояние. Отлично. Это мы сделали 2-й раз.
Умница. Расслабили тело. Отдохнули 5-7 секунд. Чувствуете в области живота какие-то процессы? Если вы правильно выполняете работу, в области низа живота появляется такое приятное ощущение тепла. Вот это ощущение запомните. Поехали. Третий раз. Встаем красиво. Опираемся. Подбородок тянем вверх. Вытягиваем весь кишечник. Делаем выдох через рот. Выдох, 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 выдох. Активный довыдох. Задержка дыхания. Подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили. Еще. Бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили. 2 раза. Бросили. Последний. Бросили. Вдох активный. И свободный выдох. Молодцы. Самое главное, не переживайте. На первых порах может немножко не получаться. Да? На первых порах, может быть, вы будете вдыхать раньше времени. Но за счет тренировки, за счет вашей работы вы это сделаете. Готовы? 4-й подход. Встаем красиво. Молодцы. Подбородок потянули вверх. Делаем приятный выдох. Выдох, выдох, выдох. Да, выдох полный. Молодцы. Задержка. Подтянули, бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили. Еще. Бросили, потянули, бросили, подтянули, бросили. Еще. Бросили. Активно. Бросили. Еще. Бросили. Последний. Бросили. Вдох активный. И приятный выдох. Молодцы. Расслабились. 5 подходов уже сделали. Осталось еще 2 подхода. Подвигайте плечи, снимите напряжение. Молодцы. Делаем 6-й подход. Поехали. Встаем. Красиво опираемся. Подбородок тянем вверх. Молодцы. Делаем приятный выдох через рот. Выдох, 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 выдох. Молодцы. Задержка. Подтянули, бросили, подтянули, бросили. Еще. Бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили. Еще. Бросили, подтянули, бросили, подтянули, бросили. Еще. Бросили, подтянули, бросили. Вдох активный. И приятный выдох. Молодцы. Расслабились. И остался всего 1 подход. Значит, смотрите. Где-то в середине между подходами, то есть 3 подхода делаем вот в таком режиме. Да? Потом делаем 1 подход. Сейчас мы с вами изучим, как мы этот подход делаем. Делаем в определенном режиме. И потом вновь делаете 3 подхода. 10 повторений. Подтянули, бросили, потянули, бросили. Значит, смотрите, что мы делаем? Ничего не меняется. Вы встаете в ту же самую позу. Да? Пальцы плотно лежат. Опираетесь на бедра, ближе к паху. Локти распрямленные. Подбородок тянем вверх. И единственная разница в том, что вы делаете не просто подтянули, бросили, а делаем на 5 счетов. Подтянули, подтянули выше и бросили. Подтянули, подтянули выше и бросили. Всего 5 счетов, но это дает немножко другую работу. Готово? Поехали. Опираемся. Опираемся. Молодцы. Подбородок. Делаем выдох через рот. Выдох, 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 выдох. Полный довыдох. Выдыхаем весь воздух. Задержка. И поехали. Подтянули, потянули, бросили. Подтянули, потянули, бросили. Подтянули живот, потянули, бросили. Выше, выше, выше потянули, бросили. И еще выше, 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 бросили. Вдох активный. И свободный выдох. Вот и все. То есть принцип очень простой. Да? Само упражнение, сама гимнастика занимает буквально 3-4 минуты. Но те процессы, те результаты, которые вы получите в процессе, они, я уверяю вас, превзойдут все результаты. Хотите спросить, как мы это узнаем? Ну, я думаю, вам об этом не надо говорить. Вы увидите плоды своей прекрасной работы. Поэтому ваша задача, запоминайте. Итак, мы с вами изучили очень простое, но доступное упражнение. Значит, запоминайте домашние задания. Первое. Ежедневно, утром и вечером натощак вы пьете стаканчик горячеватой воды для того, чтобы запустить процесс очистки организма. При этом можете погладить себя по животу, совершая круговые движения. Раз. Второе. Раз в неделю вы делаете для себя день сыроедения. В этот день вы кушаете только овощи и фрукты в свежем виде. И, естественно, постарайтесь максимально ежедневно включить в свой рацион овощи и фрукты. И плюс ежедневно, да, вы должны выпивать не минимум выпивать 1–1,5 литра воды. Да, ну лучше 2 литра, особенно в летнее время. Это 2. И третье задание, да, то, что мы с вами сейчас изучали, проходили. Первое. Вы ежедневно утром, после того, как выпили тепленькой водички, вы выполняете вот этот комплекс упражнений. Еще раз, да, по частям. Вы встаете в нужное положение,
Второе. Вытягиваете подбородок, делаете полный выдох, делаете до выдоха, полностью освобождаясь от воздуха, делаете задержку дыхания и на задержке дыхания 10 раз подтягиваете и бросаете, подтягиваете и бросаете, подтягиваете и бросаете живот. Постарайтесь сделать акцент именно на бросание, чтобы все внутри, весь ваш кишечник, он почистился, он немножко встряхнулся, он немножко оживился. Вот такая будет ваша работа. Ежедневно выполняйте эту работу. В принципе, это нормальная ежедневная практика для того, чтобы поддерживать состояние кишечника в чистом виде. И я вас уверяю, когда ваш кишечник в чистом состоянии, он активно, прекрасно работает, во-первых, вы увидите это по состоянию своего лица, по состоянию внешнего вида. Во-вторых, вы отметите, что ваше настроение пойдет по нарастающей, и вы увидите очень интересный феномен. Многие процессы физиологии, многие процессы эмоциональные, многие процессы мыслительные, они каким-то волшебным образом связаны с функциональным состоянием нашего кишечника. Поэтому я желаю вам прекрасной работы, прекрасных результатов и великолепной отдачи от вашего труда. Но в этом вопросе главное не философия, в этом вопросе главное практика. Идите и делайте это. Успехи! А свои результаты выкладывайте на сайт. Удачи!